пожелтевшие от времени, с потрепанными краями и высветившими чернилами, перечитанные не один раз дорогие сердцу и бережно хранимые листочки. В них надежда и вера, боль и слезы, запах пороха и дыма, простые человеческие радости и невзгоды. Фронтовые письма солдат бережно хранят в Алданском историко-краеведческом музее. Павел Гуляш среди первых алданцев ушел защищать родину. Его письма предоставили его родные. Дорогие папа и мама, я сообщаю, что я поехал на Западный фронт. Нас едет одна дивизия при полном боевом. Из Владивостока мы выехали 23 октября, а письмо отправляю со станции Большой Невер. До свидания. Ваш сын Павел. В конце июня 1941 года первые эшелоны добровольцев и призванные в армию отправились из Якутии в воинские части. Вскоре за ними выехали еще тысячи рабочих, колхозников, представителей интеллигенции, студенты. Всего за годы войны ушли на фронт десятки тысяч человек. Якутяне участвовали в сражениях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, под Ленинградом и Харьковом, на рубежах Старой Руссы, на озере Ильмень и во многих других операциях. В этой великой освободительной войне все народы совершили бессмертный подвиг. Якутия находилась в глубоком тылу, но и она помогала делу завоевания победы. Эти эксклюзивные кадры из северного наследия нашей республики. Здесь, в условиях вечной мерзлоты, в тылу велось необычное строительство. Коллектив полярных рыбаков свободно от улова время на этих кадрах строит подземные ледяные тоннели. Это была очень тяжелая работа, ведь промерзла земля как камень. Часто и лом ее не берет. В этих природных холодильниках колхоза был сохранен годовой запас рыбы. И когда наступила навигация и приплыли суда, они вывезли на большую землю сотни тонн свежей рыбы стране, фронту. Это видео 1941 года является особо ценным документом нашего центра. Но точная информация о тех, кто на этих кадрах и из какого они района, к сожалению, у нас нет. Возможно, кто-то узнает на этих кадрах своих знакомых или родных, кто ковал великую победу. Трудящиеся Якутии приложили много сил, чтобы предоставлять фронту больше рыбы. В очень короткий срок в республике было создано несколько рыбзаводов, 32 рыболовецких колхоза и 450 рыболовецких бригад. За годы войны якутские рыбаки сдали государству около 2 миллионов пудов рыбы. Большие трудности испытало тогда и сельское хозяйство. Годные к военной службе мужчины ушли на фронт. Часть колхозников была мобилизована на работы в промышленности и на транспорте. Главной силой на участках сельхозпроизводства стали женщины. В годы войны все основные сельхозрайоны были охвачены сильной засухой. Возникала угроза падежа скота, но в колхозе мужественно боролись с трудностями. В период войны колхозниками был обеспечен рост поголовья скота и расширена посевная. Свой вклад в общее дело победы внесли и якутские охотники. За годы войны они дали стране почти 1/5 часть общесоюзной заготовки пушнины. Благодаря доблестному труду охотников Якутия тогда стала одним из главных в стране поставщиком экспортной пушнины. Особое внимание было обращено на использование природных ресурсов, на увеличение добычи недр. Якутия дала стране много золота, олова, слюды и других полезных ископаемых, имевших важное значение для военной промышленности, для обеспечения армии оружием и боевой техникой. 10 сентября 1921 года указом президента Владимира Путина 12 городам России, в том числе Алдану, было присвоено звание «Город трудовой доблести». Якутяне прошли большой боевой путь от Москвы до Берлина, от Волги до Эльбы. 13 человек из Якутии удостоились высокого звания Героя Советского Союза. Около 3000 человек награждены орденами и медалями Советского Союза. Мы гордимся ими и помним их героические подвиги. Письма, опаленные войной. В Алданском историко-краеведческом музее снова идет экскурсия. Письма с фронта – особая часть экскурсии, ведь всю войну писем ждали как на фронте, так и в тылу. Письма придавали силу в бою, давали надежду в тылу. Несколько лет назад в музей были переданы письма, датированные 4 февраля 1942 года до 16 июля 1945 года. Виктор Чуняев адресовал их своему другу детства Людмиле Коршуновой. Сначала в город Якутск, затем по месту учебы в Иркутск. Из писем становится ясно, что знакомы они были с 1935 года. Не только о боевых буднях рассказывается в этих письмах. Практически в каждом письме чувствуется тоска по дому, желание увидеть родных и, конечно, строки любви,
надежда на встречу после победы. Эти строки обращены не только любимым, семьям и друзьям, но и всем нам, ныне живущим. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами.